Здравствуйте, дорогие друзья! Смотрите наши очередные приветы от тех, кого мы однажды спасли от верной гибели. Якутские собаки особенные. Они отличаются и красотой, и умом, и характером, и терпеливостью, и благодарностью. Необычайно умные эти создания остались верными и любящими человека. Суровые условия и гонения их не озлобили. В основном это терпеливые, скромные, кроткие создания. Не перестаю удивляться и восхищаться якутским спасенышем. Когда хвостик попадает в семью, он меняется до неузнаваемости. Они становятся еще лучше, еще краше, они расцветают. Я благодарю всех, кто вместе с нами творит эти чудеса. Очень оперативно, друзья, мы с вами сработали по щенкам из Нальчика. Всегда бы так. Привезли, пропиарили. И вот уже одна из малышек уехала в семью из Питера к Светлане. Счастье. Только счастье я могу пожелать и этой семье, и нашей малышке из Нальчика. Сэмик, Сэм, Сэм. Иди гуляй, иди гуляй. Ну иди гуляй, Сэм. Пойдем. Что такое? Что такое? Пойдем гулять. Пойдем. В разное время спасенные наши собачки пристраиваются кто быстро, кто не очень быстро. Все по-разному, у всех своя судьба. Сначала мы сами изучаем их характер, их особенности, их темперамент. А для этого с ними надо пожить и увидеть, кто с кем ладит, а кого только единственным в семью. Вот эту черную щенульку Вилли мы забрали еще весной. Не сразу ей нашелся дом, но мы знали, что девчушке с таким замечательным характером все равно найдем отличную семью. И у нас получилось. Рада за нее очень. Не напрасны все наши труды. Она одна из многих наших счастливчиков живет счастливо в Германии у замечательной семьи, где ее любят и ею занимаются. Пожелаем ей счастья и долгих лет.
Многие из вас помнят семью Оскара. Спасение этих хвостиков было трудным и очень хлопотным. Было это в сентябре. Оскар, его жена Мия, старшая дочка Вега, 3 малыша и прибившийся к ним Дарк выживали на улице. На передержке места им не было. Пришлось огораживать это место, строить будку и договариваться с местными жителями, что заберем всех, как сможем, чтоб только не обидели, они нас торопили. Дарк попал под машину. Лечили его и там, и оперировали в Москве. У Мии обнаружилась венсаркома. Лечили в Якутске. Там же и стерилизовали. Затем вывезли в Москву. Мие начато лечение. Ее возят в клинику на капельнице винкристина. Сделано уже 2 сеанса. Оскара проверили. Врач констатировал, что он здоров. Поэтому проглистогонили, сделали прививку. Их старшую дочку Вегу свозили на стерилизацию. Щенкам ставятся прививки. Работа кипит, работа идет. Прилетели у нас очередные хвостики. Это семья: Оскар, Вега и 3 щенка. Мамка Мия пока осталась в Якутске. Ей нужно закончить лечение венсаркомы. Оскар, Вега и 3 малышей уехали в семьи в разные европейские страны. За них мы спокойны и благодарны семьям, приютившим наших хвостиков. А Миечка пока остается на передержке. Она в пиаре, она умница, красавица, но вот пока еще не пристроилась.
Sitz. Super. Mach Platz. Fein. Die Pfote. Sehr schön. Andere. Super. Köpfchen. Ja, fein. Mach Sitz. Selma. Hoch. Fein. So, Selma. А вот этот малыш Чук, тоже спасеныш из Якутска. Когда-то 2 года назад его приютила семья, а теперь в эту семью приехал щенок Мии и Оскара. И вот так, по воле судьбы, они встретились в одной семье. Насколько же приятно слышать и видеть радостных. Чудесный парень сидел в центре города, рассматривая витрину, потом также внимательно изучал елку. Частенько его видели там. Никого не обижал, со всеми был добр. Волонтер подошла к нему и спросила: «Хочешь в Москву? Тогда иди за мной». И ведь понял человеческую речь. Он прилип к ноге и уже не отходил до самого дома. Удивительно умные якутские собаки. Евсей, который, вы помните, с самолета был размещен в стационар. У него венсаркома. Это частое явление для якутских собак. Он пролежал в стационаре месяц и прошел 3 химии. Но его ждала семья в Питере, ждала Светлана. И она захотела продолжить лечение самостоятельно, уже в Питере, с питерскими врачами. И это лучше для него. Домашняя обстановка всегда лучше для выздоровления. Светлана, спасибо большое за парня. Его многому придется обучать. Например, жизни в квартире. Но я верю, что все получится. А завтра у него очередная химия. И я с вами на связи. И московский онколог тоже. Лариса, привет. Вот мы гуляем. Вот. Бирку пока еще снять не удалось. Но ему очень нравится. Да. Так, мы гуляем. Поводок тоже пока вот этот. Купили, думали, собачка будет поменьше. Судя по видео. Вот. Поэтому не рассчитали немножко. Там тоже до 25, но... Честно говоря, пока его вообще на длинном поводке страшно отпускать. Вот он пытается хитрить.
сначала делает послабее, а потом резко рвет. Вот. Но уже смотрит влюбленными глазами. И, да вообще не смотрел, даже внимания не обращал, кто его взял. Ну, теперь смотрит, просится, терпит, дает поспать. В общем, умница, только что мыться не хочет. Ну, по-моему, все равно. Так что вот так мы. Посмотрите, друзья, какое песочное чудо подкинули к магазину неделю назад. Это чудо еще и беременная. Она подбегает к машинам, и когда кто-то выходит из нее, встает на 2 лапы и просится в машину, как цирковая собачка. Ведь из машины веет теплом, а погреться негде. Коротколапка, может, килограмм 10. Прошу, умоляю в Якутске запустить хоть в магазин, дать погреться. Хотя это не спасение. Пока греется полчаса-час, надо принять решение, что делать с собакой. Приехали у нас через Питер, а из Питера на машине еще 2 собачули. Это Лима, которая спасена была в последний момент. Помните, она замерзала у магазина и просилась кому-нибудь в машину. Лима беременная, нужно срочно стерилизовать. А дальше, я думаю, такой необычной собачуле, почти цирковой, пляшущей на 2 лапках, найдется семья. Вот очередная просьба из Москвы. Собака в беде, собака нуждается в спасении. Собака валяется в лесопарковой зоне, недалеко где-то от метро, в плачевном состоянии, в том плане, что в стрессе. Но очень адекватная, очень ласковая, идет на контакт. Видимо, кто-то выкинул, избавился. А волонтеры пытались найти старых или новых хозяев, но за сутки никто не откликнулся. Нельзя ее оставлять в этом месте. Рядом дорога и многолюдно. Собака просто пропадет или погибнет. Наша красавица Ирма живет у нас почти неделю. И вот какая она умница. Хорошая большая собака. Мы очень рады и очень сразу же полюбили. Это доброе большое животное. Конечно же, еще она очень молодая. Ей требуется больше внимания. Ее нужно учить. И, конечно, ее нужно любить. Ну, вот такая вот у нас девочка появилась. И она не одна. Также есть у нас еще Лима. Наша Лимочка. Лима наш наблюдатель и наш маленький сторож. Любит лежать на окне, наблюдая за улицей. Лима замечательная, добрая собака. Это просто собака-антистресс, собака-компаньон. Собака очень комфортная, пытается быть незаметной для всех. И всему какое-то сделать добро, насколько она может. Хорошая собака. Посмотри на меня, красавица. Они очень дружные. Они все троем. У нас, забыла сказать, теперь 3 собаки. Вот наша собака. Вот временные неудобства, пока диваны на ночь накрываем стульями, потому что получается цирк. И вот такие вот красавицы. Наша Ирма, наша собачка Фамка и, конечно же, малышка Лима. Собаки замечательные, очень компанейские. Спасибо большое Ларисе за ее работу, самоотверженный труд. А также огромное спасибо Анне, помощнице и коллеге Ларисе. Вот еще наша красавица. Вот такая у нас девочка. Вот такая у нас умница. Вот такая вот у нас мордочка милая. Очень ладит с кошкой. Но это собака-личность со своим характером. Чего? А чего? Собака-улыбака? Ты собака-улыбака? С мамой играет? С мамой играет? Уже привыкла? Уже мама полюбила? Полюбила, привыкла к маме? Да? Полюбила? Ну,
покусаться надо, конечно, обязательно. И переверну камеру, сейчас придут другие улыбаки. Другие. Это я, мама Ирмы. Вот такая вот у нас улыбака-играка. Якутские. Вот такие они злые, да? Между собой ладят, людей любят. Пришла маленькая собачка Лемурка, Лимочка наша. Ну вот как можно? Вот такие улыбаки, вот такие словаки. И вот о таком показывают, что эти собаки могут, вернее, кусить человека. Глупости все это. Никто не верьте этому. Мой любимчик Шерлок. С первых минут он вел себя уже в порту при встрече так, как будто мы с ним лучшие друзья. Он бесконечно пытался стоять на двух ногах. Он пытался лизнуть в лицо, он целовался, обнимался. Он именно хотел как будто бы быть человеком и бесконечно вставал на две ноги. Он очень замечательный. Он необыкновенный, он отличается от всех собак вообще. И мне очень хотелось найти ему интересную семью, активную семью, чтобы им занимались, чтобы он всегда был в поле зрения, потому что с ним надо всегда находиться. И он настолько благодарный песик. И похоже, что у нас получилось. Мы нашли ему такую семью. И вот смотрите, насколько он счастлив, насколько он активен. Как же я рада за этого мальчишку.
Hej. Hej viftan. Nitro. Друзья, у нас очень много приветов из дома. Мы будем стараться показывать вам, выкраивать время для таких роликов, чтобы никаких сомнений, где и как живут наши спасеныши, у вас не возникало. Спасибо, что вы с нами, спасибо, что вы нам помогаете. И помните, все это благодаря вам, вашей поддержке, вашей вере в нас. Спасибо, друзья.